Добрый день, в эфире новости, в студии Джангулмырзада Ишинбекова. В правительстве кадровые перестановки. В Кабмине решили, кого назначить главой МЧС. Им станет Замир Аскаров. Накануне его уволили по собственному желанию с поста вице-премьера. А сегодня его кандидатуру премьер Мухаммедкалый Абылгазиев представил депутатам профильного комитета парламента. А вот на освободившееся место Аскарова глава Кабмина предлагает назначить Эркина Асрандиева, ныне руководителя Российско-Кыргызского фонда развития. Абылгазиев отметил, что Асрандиев будет полностью отвечать за финансово-экономические вопросы, которые прежде были в ведении другого вице-премьера Дженгиша Разакова. Последний, как отмечается, будет занят только силовым блоком и решать вопросы границ. В Кыргызстане хотят вернуть обязательный автотехосмотр. На сайте правительства опубликовали концепцию развития автомобильного транспорта на предстоящие 4 года. И в этом документе указано, что одним из приоритетов является возвращение процедуры осмотра машины на предмет технической безопасности. Напомним, обязательный техосмотр автомобилей был отменен в 2012 году, кроме грузовых и пассажирских машин, которые используются для предпринимательской деятельности. Такой подход, как считают в Минтрансе, не отвечает требованиям безопасности дорожного движения в части соответствия узлов и агрегатов автомобилей установленным техническим требованиям и соответствия уровня выброса вредных веществ в атмосферу. Попытка номер 2. В парламенте вновь предлагают инициативу снизить избирательный порог для партий на парламентских выборах. Теперь предлагают снизить не до 5%, а хотя бы до 7%. В декабре, напомним, был разработан законопроект об установлении порога в 5%, но его инициаторы опасаются, что президент может наложить на него вето. И тогда депутаты рискуют не успеть внести изменения в законодательство до начала избирательной кампании. Отметим, 4 года назад на выборах в Джугурку-Кенеш избирательный порог был 7%. 2 года назад его увеличили до 9%. Теперь сами же депутаты опасаются, что такой проходной порог приведет к ограничению пропорционального представительства в парламенте различных политических сил, а также конституционных прав граждан на представительство в законодательном органе. Депутат Айсулу Мамашева предлагает прописать в Уголовно-процессуальном кодексе, в каких случаях обстоятельства, подозреваемые в семейном насилии, могут быть задержаны на 48 часов. Законопроект вынесен на общественное обсуждение. Действующий закон сейчас разрешает правоохранителям задерживать насильников без заявления пострадавшего, но в исключительных случаях. Однако, какие именно это случаи, нигде не разъясняется. Депутат считает, нужно их указать. Если имеется реальная угроза жизни и здоровью потерпевшего и других членов семьи, если подозреваемый в состоянии алкогольного или других видов опьянения, и если есть основания, позволяющие предположить, что подозреваемый продолжит совершать издевательства, угрозы, побои, оскорбления и унижения. Эпидемия коронавируса в Китае сильно влияет на спортивно-культурную жизнь страны. В провинциях, где ситуация объявлена тревожной, закрыты парки, кафе, музеи, кинотеатры, запрещены экскурсии. Из-за коронавируса один за другим отменяются спортивные турниры. С 3 по 14 февраля в Ухане должен был пройти азиатский лицензионный турнир по боксу. Его перенесли в Иорданию на начало марта. В середине февраля у легкоатлетов намечалось 2 турнира. В Ханчжоу должен был пройти чемпионат Азии, а в Нанкине – мировое первенство. Их тоже пришлось отложить. Запланированные спортивные мероприятия отменяются не только в Китае. В Туркменистане в конце февраля должен был стартовать чемпионат Азии по футзалу, но его перенесли на неопределенный срок. А в марте в Таиланде собирались провести чемпионат мира по тайскому боксу. Его отложили до лета. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.